спасибо, что проинформировали нас так сам. Но в любом случае, к сожалению, Олег Платонович, ваша презентация была в парламенте, и мы по роду своей деятельности туда не попали. Я предлагаю презентацию Олега Платоновича провести отдельно и не откладывая его там на полгода, буквально вот на этой неделе. Я думаю, что Олег Платонович согласится, но при этом хочу выразить такую мысль. Из выступления Олега Платоновича я услышал такой тезис. Значит, тарифная политика может быть регулируема при больших инвестициях. Я так понимаю, она должна быть регулирована. Да, то есть это очень важно. Если эта концепция может сохраниться в развитии этой отрасли, оно, думаю, что будет иметь место для его применения. Аслан Георгиевич в своем выступлении сказал, что государство должно, ну не сказал, но по крайней мере я знаю его, отслеживая его выступление, он сказал, что государство должно взять это бремя на себя фактически. К сожалению, наше государство, одну ТЭЦ построить, вообще специалисты должны знать, что у нас гидростанция, и только она работает в прошлом, до войны. Торчил ГРЭС работал, чтобы частоту поднять этой гидростанции. По-моему, так. Правильно же, Олег Платонович? Ну, не только для этого, да. Да, но нам ТЭЦ и так нужны. То есть даже если она будет лишней генерацией, она должна быть для выработки нормальной частоты в сетях. У меня вопрос такой. Сегодня разве возможно построить ТЭЦ или же гидростанцию, ну, например, там перепадные, они маломощные, и какие-то вложения там существуют, и там, наверное, затрат будет намного меньше. Но на сегодня с нуля построить, даже имея газ, построить ТЭЦ, я думаю, что это многомиллиардные затраты, скорее всего, даже десятки миллиардов затрат. 60 миллиардов проект стоит. Ну, понятно. Теперь задаю вопрос. Два газовых генератора. Да, уважаемый Аслан Георгиевич, где можно взять эти деньги, чтобы построить такую генерацию? Спасибо большое. Да. Наконец я... У меня вопрос в связи с... У меня вопрос возник в связи с последней полемикой. Мне кажется, опять же, это чисто дилетантское мышление, но если что-то не так, специалистов у вас здесь много, вы можете поправить. Специалистов становится меньше и меньше. Да. Мне кажется, что если бы была такая техническая возможность у Грузии остановить воду, которая идет на Ингургес, они это сделали бы 30 лет назад. Мне так кажется. Я думаю, что вам это кажется. Да, скорее всего, им этот свет, эта энергетика им больше нужна, чем нам нужна. И были года, когда они переходили на прогрессивные формы оплаты электроэнергии и тому подобное. Когда они по 3 года сидели без света, и все дизеля, вот здесь, которые валялись у нас, они все скупили, даже этот газиковские моторы и тому подобное. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мне так кажется, еще раз говорю, опять же, мое дилетантское мышление. Есть сегодня данность, что мы используем совместно эту гидростанцию. То есть она спланирована была так, что вот такая данность, вот и все, от него не уйдешь никак. Ни они не уйдут, ни мы не уйдем. Поэтому они нам бесплатно свет дают, поэтому они нам 40% подарили, поэтому они, примерно я говорю это самое. И на сегодняшний день, на станции, вы говорите, она наша собственность, на станции сегодня работает около 300 человек, получают зарплату в ларе, трудовые книжки у них грузинские, паспорта грузинские, они переезжают границу. Большинство с Гальского района.
Какая разница? Какая разница для оформления документов на прием на работу им нужны грузинские паспорта, иначе их не примут на работу. Далее, оно находится географически в каком-то укромном месте. Вот там, где можно по всей видимости, ну, я еще из возможностей безопасности исхожу из того, как, наверное, наши силовые структуры как-то контролируют это количество людей. Мы сейчас хотим вывести на канал, там, где стоят наши дзоты, оборонительный рубеж проходит по этому каналу. Мы сейчас выведем их сюда. Они... Вы тех выведете сюда? Так, а кого вы предлагаете? Магор, может, вы не совсем понимаете, о чем идет речь? Нет, кто нам будет восстанавливать? Подождите.